С этого года изменен порядок приема в профессионально-образовательные учреждения. Какие конкретные изменения ждут в этом году абитуриентов и их родителей? Для кого будут предусмотрены льготы при поступлении, мы сегодня обсудим с заместителем министра образования и науки Республики Саха-Якутия Нюргуной Соколовой. Нюргуна Афанасьевна, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, когда откроет свои двери приемная комиссия для абитуриентов? Ну, согласно действующим правилам приема в колледже и техникуме у нас есть определенные сроки. 1 марта, когда на сайтах образовательных учреждений были опубликованы порядки приема в конкретные колледжи и техникумы, да, и те специальности, профессии, по которым будет прием в этом году. 1 июня, когда публикуются уже контрольные цифры приема, становятся известны бюджетные места, их количество, да, а также условия платного приема. Следующий этап – это 20 июня, когда все колледжи, техникумы и лицеи должны будут уже начинать свою приемную кампанию. При этом колледж имеет право открыть приемную комиссию и раньше, но не позднее 20 июня. Следующий срок у нас это 10 августа, когда заканчивается прием заявлений по тем специальностям, по которым предусмотрены вступительные испытания. Далее для них проводятся экзамены, да, либо тестирование. И 15 августа завершают уже прием документов все колледжи и техникумы по всем специальностям. Далее по правилам приема самих колледжей устанавливаются сроки сдачи оригиналов и зачислений. К 1 сентября у нас учебный процесс должен начаться. Но особенности колледжей в том, что при наличии вакантных мест колледж имеет право набирать абитуриентов до 25 ноября. Ну, собственно, если говорить об изменениях, которые были внесены, да, в порядок приема на обучение по программам среднепрофессионального образования, они каковы вообще, существенно или изменились? Ну, тут, наверное, нужно говорить о том, что наш федеральный закон об образовании в Российской Федерации в прошлом году были внесены существенные изменения в правила приема среднего профессионального образования, а также по целевому обучению, да, согласно которым с этого года у нас действует уже новшество в порядок приема по всей Российской Федерации, ну, в том числе в наших колледжах и техникумах. Какие же изменения? Да? Во-первых, это перечень документов расширяется теми документами, которые дают право какие-то преференции при поступлении нашим абитуриентам. Да? Следующее изменение это касается тех колледжей по тех специальностям, где существует конкурс. Да, зачастую, допустим, город Якутск, здесь конкурсы достигают 17 человек на одно бюджетное место, да, и тогда колледж раньше смотрел средний балл аттестата, всего аттестата, всех оценок, да, а теперь он имеет право выбрать профильные дисциплины. Допустим, Якутский медицинский колледж по сестринскому делу выбирает, допустим, дисциплины химия, биология, да, и смотрит уже средний балл данных дисциплин, да, а не всего аттестата, в котором и черчение, и физическая культура и так далее. Да. При равенстве баллов далее уже предусматриваются преференции при поступлении, да, ну, при рейтинговании, так скажем, да, это целевое обучение и это те индивидуальные достижения, портфолио абитуриента, которые у него сложился за весь период обучения в школе. Ну и появились 3 новые специальности, по которым будут вступительные испытания. Да? Это парикмахерское искусство и это прикладная эстетика. Вот такие изменения. Нюргуна Афанасьевна, подскажите, пожалуйста, если абитуриент поступает по целевому направлению, да, то есть его учитывают в первую очередь или как? Да. Будет ситуация, когда, допустим, десяток абитуриентов будет иметь одинаковый средний балл, да, тогда преимущественное право будет даваться тому абитуриенту, у которого есть целевой договор. При этом необходимо сказать, что это не просто договор, составленный между абитуриентом и предприятием, да, это установленная федеральным органом власти форма, да, рекомендуемая по типовой форме, в которой устанавливаются какие-то обязательства и предприятия, и самого абитуриента после обучения. Ну, как я понял, договор о целевом обучении – это не стопроцентная гарантия на поступление, это всего лишь возможность преимущества при равном балле, правильно, да?
на этапе поступления, да. Да. А далее уже действительно вступает в силу сам договор. Мгм. А какова все-таки цель-то вот этих всех нововведений? Чего федеральные власти хотят добиться-то? Какого результата? Но в первую очередь колледжи и техникумы работают для того, чтобы подготовить квалифицированных специалистов, для того, чтобы они трудоустраивались и работали в наших предприятиях, да, организациях. Первая цель – это гарантированное трудоустройство, для чего делается целевой прием. Второе – это мотивация. Привлечение в колледжи и техникумы тех абитуриентов, которые нацелены получить данную специальность, профессию, да, и пойти работать так, а также имеют способности по тем профильным направлениям, которые нужны для этой профессии. А подскажите, а где абитуриенты и родители смогут найти актуальную информацию по поводу поступления? Как я уже отмечала, правила приема у каждого колледжа свои, да? Поэтому первое – это сайт образовательного учреждения и информационные стенды. Кроме того, само образовательное учреждение должно вести профориентационную осветительскую политику, да? Это в средствах массовой информации, рекламные какие-то проспекты, да? И должен работать стационарный телефон, куда можно обратиться каждому абитуриенту. Так, кроме этого, ежегодно мы открываем в летний период, вот с весны, работу телефона горячей линии. Можно позвонить в министерство по номеру 50 60 44, и специалист ответит на ваши вопросы и, возможно, даст какие-то советы. Ну вот среди родителей и абитуриентов есть такое мнение, миф, возможно, да, о том, что поступить на бюджетные места, ну, достаточно сложно, их нет, и там уже все прописано только для избранных, как говорится. Но вопрос, собственно, в другом, да, хотя здесь вы тоже можете пояснить, да. Вот число абитуриентов с каждым годом увеличивается, желающих поступить по программам среднего профессионального обучения, или же все-таки высшее образование выбирает большее количество абитуриентов? Ну, действительно, та государственная политика, которая по среднему профессиональному образованию, да, у нас популяризируется, она привела к тому, что конкурсы при поступлении стали выше в колледже и техникуме. Да, абитуриенты, школьники и их родители заинтересованы в поступлении в колледж. Если мы говорим об доступности среднего профессионального образования, да, то ежегодно предусматривается 6422 бюджетных мест в нашей колледже. При этом колледжи расположены не только в городе Якутске, но и во многих наших улусах, также в крупных городах Мирный, Нерюнгри, Алдан. Да? Соответственно, но конкурс здесь, как вы пояснили, спросили, значит, действительно большой в городе Якутске. Почему-то все хотят получить образование в городе, да? Но такого же качества, может даже и выше, и с привлечением тех предприятий отраслевых можно и получить в наших промышленных городах. Даже ведь там доступность бюджетных мест намного доступнее, так скажем. Ну, наверное, все это, я не знаю, предполагают родители, что это повлияет на качество обучения. Вот можете здесь как-то прокомментировать, что если он будет обучаться непосредственно в Якутске, либо там в другом городе нашей республики, то это может сказаться как-то на качестве. Ну, правда ли это так или нет? Я думаю, что, наверное, нет. Нет, потому что все образовательные программы, они выстраиваются на основе федеральных государственных образовательных стандартов, и требования по всей Российской Федерации одинаковые для всех. При этом мы в прошлые годы, значит, усилили внимание на материально-техническую ресурсную базу наших колледжей, расположенных именно в тех зонах роста, экономического роста нашей республики. Это, значит, и Мирный, Нерюнгри, Алдан, Алек, Минск, Жатай. А если абитуриент остался без попечения родителей, какие есть льготы в данном случае? В связи с вступлением федерального закона в 2013 году у нас при поступлении в колледжи и техникумы, значит, нет льгот для сирот и инвалидов. Да? Но, то есть они поступают на общих основаниях. Но после того, как они поступят в колледж, тогда уже гарантированные государственные права на социальные обязательства, они вступают в силу и в полной мере обеспечиваются.
А вот какая категория еще абитуриентов тоже можно назвать ее льготной? Кто еще относится к ней? При поступлении никаких льгот не имеется, вот только те преференции при равенстве баллов только. Да? А после поступления, значит, государственные гарантии распространяются на студентов в категории дети-сироты с инвалидностью, ребята, да? А также наше вот республиканское социальное обязательство – это гарантии для малоимущих, для детей, студентов из малоимущих семей. А сейчас проводится какая-нибудь работа по профориентации абитуриентов, школьников? Да. Дело в том, что профессиональная ориентация – это в первую очередь интерес самого колледжа, даже ведь. И поэтому колледжи и техникумы проводят мастер-классы, дни открытых дверей, да, и приглашают своих будущих абитуриентов к себе посмотреть, как работает колледж, какие профессии можно получить, да, и можно также своими руками попробовать, допустим, поработать на том оборудовании, аппаратах, да, и, возможно, будет это ваша будущая профессия. Ну, если говорить вот о профессиях, вы как раз затронули, да, эту тему. Какие направления выбирает современная молодежь? Что популярно? Та статистика, которую мы ведем по итогам приемной кампании, говорит о том, что все-таки у нас очень популярные специальности медицинского направления. Из года в год количество поданных заявлений Якутский медицинский колледж, Нерюнгринский медицинский колледж, да, они показывают очень большой интерес наших абитуриентов, а также педагогические направления. Причем хотелось бы сказать, что при достаточном количестве бюджетных мест по данным направлениям также хорошо трудоустройство в этом направлении. Да? Это наши студенты хорошо трудоустраиваются в больнице, в поликлинике нашей республики, да, а также школы и детские сады. Среди технических направлений профессий я бы хотела выделить профессию автомеханика и сварщика. Да, тоже очень большой интерес. При этом по данным направлениям, профессиям, контрольные цифры приема тоже в достаточной степени предусмотрены. Да, при этом хотелось бы сказать, что это массовые профессии, которые входят в топ-50 наиболее востребованных и перспективных профессий Российской Федерации. И в данном направлении обучение проводится уже по международным стандартам. Нургуна Афанасьевна, большое спасибо вам за участие в нашей передаче, потому что пришли, ответили на наши вопросы. Я напоминаю, это было актуальное интервью. Сегодня мы с заместителем министра образования и науки Якутии Нургуной Соколовой говорили о новом порядке приема в профессионально-образовательные учреждения.